Глава Ингушетии назначил на пост вице-премьера правительства республики Эсет Бокову. Об этом Махмуд Али Калиматов заявил на августовской педагогической конференции, которая сегодня завершила свою работу. В течение нескольких дней работники образования делились опытом, решали важные для своей сферы задачи. Репортаж Зелимхана Калоева. Возможность подвести итоги, поставить новые задачи. Ежегодная августовская педагогическая конференция собрала сотни участников. Это учителя, социальные педагоги, руководство школ. К образованию всегда предъявлялись самые серьезные требования, так как все преобразования, происходящие в обществе, становятся основой для изменения стратегических ориентиров развития региона. Сегодня наставники и педагоги учебных учреждений Ингушетии добросовестным и ответственным трудом вносят огромный вклад в развитие образовательной инфраструктуры республики, заявил глава региона, открывая совещание. Махмуд Али Калиматов отметил особую роль ветеранов различных звеньев системы образования, чьи знания, трудолюбие и творческая деятельность помогают воспитывать умную и активную молодежь. Я хотел бы, чтобы вы понимали тот вклад, который вы вносите в образование, воспитание наших детей, а это очень важно. Особый акцент глава Ингушетии сделал на подготовке кадров по рабочим специальностям. В республике запускаются новые промышленные объекты, а рабочих рук не хватает. И это при том, что в регионе отмечают высокую безработицу. У нас сегодня около 4000 рабочих мест, которые не заполнены. Вот говорят, у нас безработица, а все-таки. И если говорить о швейной фабрике, там до 800 человек необходимость. Необходимость сегодня. Понимаете? И специальность, которая в действительности наивысшее качество оборудования. Если брать обувную фабрику, не хватает, в вторую очередь мы запустим птицекомплекс южный. И должны понять, что второй комплекс сегодня не хватает рабочих, а сегодня 5000 тонн выпускается этой продукции, и она может выпускаться 10-12 тысяч тонн. И через год-полтора будет вторая очередь. Сегодня мы должны говорить о ПК Сунжа. Вот буквально недавно у нас там 5000 тонн, а будет полтора года максимум 1500. Опять не хватает людей. То есть я говорю, конечно, стоматологи они нужны. Они нужны, и врачи нам нужны. Но я имею в виду колледжи, которые у нас существуют. Надо образовательный процесс интегрировать в производство. Также на августовской конференции глава Ингушетии своим указом назначил на пост вице-премьера правительства республики Эсет Бокову. Отныне министр образования и науки региона будет совмещать две должности. Такое решение принято, чтобы усилить блок образования и социальную сферу. Я хотел бы официально объявить, что указом главы республики министр образования и науки у нас Эсет Ибрагимовна Бокова назначена еще на одну должность. Вице-премьер правительства Республики Ингушетия. Но она же остается министром, вице-премьер. Поэтому я хотел бы, чтобы ее поздравили. Я к чему это говорю? Мы усиляем блок этот. Чтобы мы не говорили, будущее это наши дети. И в этой части, насколько вы будете плодотворно взаимодействовать, коммуницировать с друг другом, школами, соревноваться. И, я думаю, вице-премьер, министр Бокова Эсет Ибрагимовна, у вас все получится. К участникам конференции с экрана обратился и министр просвещения России Сергей Кравцов, который пожелал всем работникам образования успешной работы в канун старта нового учебного года. Прежде всего скажу, что задачи, которые ставились в прошлом учебном году, все выполнены. Отдельно хочу поблагодарить учителей, педагогические коллективы, начальников муниципальных органов управления образованием, их команды, региональных министров и директоров общеобразовательных учреждений. Сегодня перед нами стоят не менее масштабные задачи в подготовке к учебному году, в повышении качества образования. Остановлюсь на нескольких ключевых, приоритетных направлениях нашей деятельности. В первую очередь отмечу, что в рамках национального проекта образования поставлена цель войти в десятку по качеству школьного образования, в десятку стран мира. Мы движемся с опережением. Безусловно, очень важно сохранить положительную динамику.
продолжить совершенствовать качество образования, сделать все, чтобы детям было действительно интересно учиться и постигать новое. В республиканском августовском педагогическом совещании принимает участие и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования Анзор Музаев. Ситуация действительно меняется в лучшую сторону. Все это невозможно без вашего участия. Все это невозможно без участия главы субъекта, команды, которые работают. Поэтому, пользуясь случаем и от лица случаем от Сергея Сергеевича, от себя лично хочу поблагодарить вас, как главу субъекта, вашу команду, которая представляет не только все свои. Вот здесь команда образования, и здесь хорошие результаты, которые я буду тоже в презентации говорить. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования также отметил, что региональный Минобр ответственно подходит к работе и объективно проводит в республике единый государственный экзамен. Мы видели, что по стране у нас удаленных 900 с лишним человек, а в республике удалено 77 участников. Это говорит о том, что коллеги объективно подходят к процедуре проведения экзамена и что здесь никто не играет с объективностью. Позитивные перемены в регионе благодаря усилиям и грамотному подходу главы Ингушетии отметил и член Совета Федерации Мухарбек Барахоев. В республике ежегодно открываются новые объекты образования при поддержке федерального правительства. Хотел бы каждого вас поблагодарить за ваше профессиональное отношение к этой итоговой аттестации. Знаю, как вы переживали, знаю, как вы наставляли своих воспитанников к сдаче, прозрачной, объективной сдаче ЕГЭ. И большое вам спасибо. И в конце хотел бы пожелать вам, уважаемые наши учителя, дорогие педагоги, чтобы вы никогда не уставали от своей работы. Основной целью и задачей для регионального Минобра стала реализация национальных проектов. Благодаря поддержке федерального центра и главы республики создаются современные условия для воспитания, обучения и развития личности. Удалось успешно реализовать ряд проектов, связанных со строительством школ и детских садов, обеспечением бесплатным горячим питанием, развитием системы воспитания и дополнительного образования. В прошедшем году в республике открыто 6 школ и 19 дошкольных образовательных учреждений. Горячее питание организовано для 37 тысяч учащихся начальных классов. Дополнительным образованием охвачено около 75 тысяч школьников. Республика Ингушетия принимает участие в реализации 2 федеральных проектов «Современная школа» и «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта образования. Благодаря реализации регионального проекта «Современная школа» на базе школ республики открыто более 70 центров образования цифрового и гуманитарного профилей технологической направленности. Реализация проекта «Успех каждого ребенка» позволила открыть 300 учебных кабинетов в 105 образовательных организациях. Особое внимание уделяется обучению детей навыкам цифровых технологий и формированию системы дополнительного образования, преимущественно с акцентом на техническое образование. Также второй год проводится работа по зачислению школьников региона в проект заочно-физико-технической школы Московского физико-технического института. 1056 учащихся вовлечены в клубы ЗФТШ, открыты 48 факультативных групп. Это позволяет нашим учащимся целенаправленно готовиться к поступлению в ведущие технические вузы нашей страны. Одним из ключевых событий в системе дополнительного образования является открытие Центра одаренных детей, что позволит выстроить эффективную работу с одаренными детьми и молодежью нашей республики, интегрироваться в единое образовательное пространство региональных центров поддержки одаренных детей на федеральном уровне. Будет создана ресурсная база для осуществления образовательной, исследовательской и других видов деятельности, направленной на развитие и поддержку одаренности детей и молодежи. Образовательная деятельность Центра направлена на реализацию 3 направлений – наука, искусство и спорт. Образовательный процесс организован по тематическим сменам, которые делятся от 14 до 24 дней, в том числе в формате тематических летних школ. Для детей со всей республики, отобранных по критериям с опорой на достижения по определенному направлению, вместе с профильными программами будут реализовываться и образовательные программы. Также в рамках реализации национальных проектов образования и демографии до конца текущего года в республике планируется ввести в эксплуатацию 25 объектов образования. Из них 9 детсадов и 16 школ. Программа модернизации школьных систем образования с 1 сентября текущего года даст возможность учащимся 13 образовательных организаций заняться обучением в отремонтированных современным условиям обучения.
При подготовке образовательных учреждений к новому учебному году особое внимание уделяется в том числе комплексной безопасности учреждений образования. Уважаемые коллеги, региональные проекты, реализуемые в рамках национальных проектов, позволяют за счет наращивания мощности инфраструктуры усилить работу над созданием доступного и качественного образования. Обсуждая вопросы создания благоприятных образовательных условий в рамках региональных и национальных проектов, мы прежде всего должны помнить, что венцом нашей работы должен стать самый конечный результат – это доступное качественное образование. Ветеранов в сфере образования глава региона наградил почетными грамотами, вручил юбилейные медали к 30-летию Республики Ингушетия. Юбилейной медалью наградили и Фатиму Аушеву. Она преподает историю 56 лет. Я сунин уже награди сунчог ответственный хеттер. Они алчатахна азма бя божба бул оценитя. Хоз лярха хадвин глава зизаш хадлер медаль хадлер сун, например, чахам хетсо. Хал ханатсун сатсамаше адлу оценитя. Но эгер ча хастахан сундар фатялче юбилей ёштинади глава республики изл оценитя изл хатеркам бя таныш совещание Отметили и заслуги министра образования и науки Эсет Боковой. Новоиспеченному вице-премьеру Ингушетии вручили благодарность от Федеральной службы по надзору в сфере образования. Работы у регионального министерства образования и науки много. Главное, что ключевые цели и задачи поставлены. Зелимхан Калоев, Бухамад Билакиев. Новости 24.